А теперь перейдем мы к армянской кухне. Национальная кухня Армении считается одной из самых древних в Европе и в Закавказье. Необычное название некоторых блюд связано с названиями посуды, в которой они традиционно готовились. В армянской кухне очень много популярных мясных блюд, такие как харават, шашлык из крупных кусков мяса, кюфта – шарики из мяса, отбитого и отваренного особым образом, талма и бастурма. Из птицы в Армении предпочитают курицу и индюшатину, из рыбы – севанскую форель. Из овощей предпочтение отдается баклажанам, тыкве и различным бобовым. Блюда здесь хорошо приправляют черным перцем, кинзой, мятой, базиликом, чабрецом и чесноком. На десерт в армянской кухне часто подают назук и традиционное блюдо гата. Это выпечка с начинкой из сливочного масла, муки и сахарной пудрой. Здравствуйте, меня зовут Марина. Я представляю армянскую диаспору. И сегодня мы будем готовить салат из авилука. Выглядит вот так. Это собирается в зеленом виде, делается коса и сушится. Потом режем на маленькие куски, предварительно замачиваем. Потом варим где-то 20 минут, 15-20 минут. И можно снимать авилук и готовить салат. Можно готовить еще и первое блюдо. Но мы сегодня будем готовить салат из авилука. По-русски, если перевести на русский язык, то это будет конский щавель. В состав салата входит лук репчатый, который будем обжаривать на растительном масле, чеснок и грецкий орех. Второе блюдо у нас будет мандак в замороженном виде. Собирается это весной, можно вот заморозить и потом на весь год употреблять. Я сегодня буду готовить очень простым вариантом. Буду тушить вот этот мандак и сверху добавлю просто яйцо и топленое масло. И все. Приготовим сегодня первое блюдо, кисломолочный суп, называется сапас. Готовится оно на мацуне. Предварительно, заранее варим пшеницу. Это специально подготовленная вот такая пшеница. Варится и добавляется в конце кинза. Сразу добавим в жаровню и будем тушить на медленном огне. Тушим, просто тушим с собой. Чуть-чуть, потом я посмотрю, сколько водичка тут отделится. Да, я посмотрю, воду надо добавлять или не надо. Течение будем контролировать. А пока пускай тушится. Чуть позже я добавлю только соль и подожду до готовности. Тем временем мы будем обжаривать лук. Так как у нас два блюда в двух блюдах, то есть входит вот лук, я сразу все одним махом буду пассеровать. Добавлю сюда растительное масло. Обильно буду добавлять. Я чуть-чуть добавляю сюда соли, чтобы отдал больше аромата, чтобы впитался чуть-чуть солью. И обжариваем лук до золотистого цвета. Не даем сильно затемняться. Красивый, чтобы золотой цвет был. Возьмем мацуни. Сюда добавляем. Кладем в кастрюлю. Одной на моей баночке не хватает, поэтому я добавляю вторую банку. Кстати, мацунь имеет кислый вкус, поэтому кто хочет послаще, можно взять кефир. А что это за мацунь? Мацунь – это кисломолочный продукт, приготавливается на специальных смесях. То есть вот можно взять ложку мацуни, например, и на молоке делать такой же мацунь в домашних условиях. Ну, закваска такая будет. Тоже добавлю в кастрюлю. Достаточно у нас много получилось. Будет вкусно.
Сюда же в мацунь добавляю яйцо. Яйцо у меня мытое. И буду взбивать. Можно взбить руками, но будет медленно, тяжело, поэтому я употребляю миксер. На миксере буду взбить вот этот смесь. Взбиваем до однородной массы. Вот у нас уже почти вареная пшеница. Ну, лук у нас почти готов. Большую часть обжаренного лука я добавляю на авилук. Остальное я оставляю для моего сапаса. Сюда на остаток я добавлю ложку муки. Сюда добавлю немножко вот из той смеси, что у меня там получилось. И разбавляю вот эту муку. Главное, вот эта смесь, чтобы получилась однородной. Это очень важно, чтобы потом в дальнейшем суп тоже стал у нас однородный. Полученную массу я добавляю в вареную пшеницу, которая у нас называется дзавар. И хорошо перемешиваю. Полученную эту массу я добавляю в мацунь. Смесь я буду взбивать миксером. Ставим на плиту, закрываем крышечкой, чтобы быстрее вскипятилось. Периодически будем смешивать, конечно, все это. И будем резать кинзу. В конце добавим кинзу. Мандак мы проверяем, и это тот момент, когда уже надо добавлять соль. Еще чуть-чуть оставляем, чтобы протушилась. Вот у нас выделялась вода, и ждем, пока испарится. Потом проверим, готов ли наш мандак, на зубок проверим, и добавим яйцо. Сейчас закрываем, и еще чуть-чуть пускай томится. Пока томится наш мандак, там осталось чуть-чуть, у нас быстро мы закончим вот наш авилук, салат из авилука. Я измельчила грецкие орехи, добавляю на авилук. Чем больше орехи, тем вкуснее наш салат. И измельчим чеснок. Ну, мы измельчим на мелкие куски. И добавим на наш салат. Перемешаем вот так красиво и будем все это украсить сейчас в нашей тарелке, салатнике. Выкладываем тарелочку. Я уже заранее почистила 2 граната, тут очень много, конечно, но чуть-чуть добавим. Вот у нас будет вот такая красота. Гранат очень хорошо сочетается с авилуком. Будет кисло, такой интересный, вкусный аромат. Все, у нас салат готов. Вот у нас получился такой красивый салат, где очень красиво сочетается вкус граната и авилука с чесноком и луком. Сейчас мы проверяем. Можно проверить, взять один стебелек. Еще должен 5 минут, 10 минут может быть томиться. Но в этом этапе я добавлю именно топленое масло. Можно взять еще растительное масло, обжарить также лук, добавить сверху. Тогда получится у нас вот это блюдо такой другого вкуса, будет более постной блюдой. Если мы добавим топленое масло сверху яйцо, это будет питательное, сытное блюдо. Яйцо очень любит сливочное масло или топленое масло. Я топленое масло буду довольно значительно много добавлять. И проверяем еще наш сапас.
Видите, такая красивая текстура у нас получается. Если посмотрим в течение, да, в конце посмотрим, если будет густоват, то я добавлю кипяток сюда. Приготовление сапаса подходит к концу. Минут через 5-10 будет готов. Я буду резать сейчас кинзу, чтобы в конце добавить кинзу. Кинза очень нежная, поэтому долго не оставим, чтобы кипятилась. Просто добавим и выключим нашу плиту. Вот у нас мандак уже готов. Сейчас добавим яйцо. Давайте будем взбить яйца. Вот сапас у нас уже почти кипит. Мы можем добавлять кинзу. Добавили кинзу, выключим плиту и оставим так на минут 5-10 на горячей плите. Все, у нас сапас готов. Закрываем, выключаем и ждем минут 5-10. Готовим яйцо для мандака. Взбиваем. Я взяла 3 яичка, мне кажется, хватит. Добавим сюда соль. Немного, чуть-чуть, потому что уже у нас в мандак мы добавили уже соль. И будем взбивать. Добавляем на мандак. У нас получается такая красота. Так, слегка распространяем так. Сильно не смешиваем, чтобы вид был красивый. Также закрываем крышечкой и оставляем минут 3-4, не дольше. Наши 3 блюда готовы. Первый у нас сапас, второй у нас мандак, бутень, который на русском будет, и салат из авилука, конский щавель. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Бария Хуржак!